Чувашский праздник на Тюменской земле. Сурхури – время, когда день начинает прибывать. Детвора обходит дома с веселыми песнями, а девушки пытаются узнать судьбу с помощью барашка. Как в современных чувашских селах сохраняют древние традиции? Репортаж наших коллег из Тюмени. Сурхури – древний чувашский праздник. После принятия христианства его стали отмечать в рождественские святки. В это время деревенская молодежь обходила каждый двор, распевая песни о приходе Нового года. Поющих встречали пирогами, орехами и традиционным жареным горохом, а гости желали хозяевам доброго урожая. Старожилы чувашских сел помнят, как в молодости шли гурьбой по заснеженным улицам. Ходили по домам, колядовали, одевали всякие вещи, на голову мазали сажей или вот чулки что-то одевали. Ходили также по домам. А кому вот не нравилось, что вот мы ходим, гурьбой же ходили, по 15-20 ребятишек ходили. И кто вот, есть такие люди, вот, им не нравится, что вот ходят. И они как только зайдешь в подполье, как раз возле двери открывали доску, и туда падали дети. Если хозяева были не очень щедрыми, вслед им пели насмешливые песни с просьбой угощения и денег, иначе не будет добра в наступающем году, а ближе к полуночи начинались гадания. Выходили в хлев в полночь и ловили овец. Сурах-кури, так оно и переводится, овечья нога, дословный перевод. И ловили овец за ногу и выносили их при лунном свете, высматривали, кому достается ярочка, кому достается барашек. Девушки, когда ловили овец за ногу, они определяли себе жениха. Если светлый барашек попадался, у них светлый жених, а если темный, конечно же, либо смуглый, либо чернявенький. Отметить праздник Сурхури хранители чувашских традиций собрались из разных районов области – Исетского, Арамашевского, Тюменского. От каждого района привезли по обряду. Чувашская небольшая деревня, 100 домов всего было. Вот. Ну и, естественно, все вот эти вот традиции, все то, что наши дедушки, прадеды, бабушки, все, что делали, мы пытаемся сохранить и восстанавливаем как-то по мере возможности, конечно. А на утро кто-то выводил из ворот пару коней, запряженных в сани-развальни. Начинались новогодние катания, обязательная часть Сурхури. Когда наступают дни зимнего солнцестояния, в чувашских селах и поныне собирается молодежь. И пусть вместо запряженных троек ряженые приезжают на автомобилях, поздравления, стихи и куплеты остались те самые, дедовские, какие были в обычае много лет назад.